В аннексированном Симферополе в день рождения Кобзаря крымчане несут цветы к его памятнику. Оккупационные власти запретили проводить акции. В прошлом году акция закончилась задержаниями и судебными решениями. Один из активистов решение не выполнил и уехал на восток Украины. Симферополец Александр Кравченко день рождения Тараса Шевченко празднует в нескольких километрах от боевиков в Зайцево в Донецкой области. Здесь у него позывной «Крым». Я маме передаю вітання. Зі мною все добре. В прошлом году, именно 9 марта, во время празднования годовщины Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе Александра и еще двух его единомышленников задержали. Украинская символика для чего? Демонстрируйте. Вообще-то это разные ленточки. Я купил их в обычном магазине. Парня приговорили к 40 часам исправительных работ. Якобы он незаконно носил сине-желтую ленту на день рождения поэта. Оккупационный суд назвал Тараса Шевченко неукраинским поэтом. Так как в период жизни Тараса Григорьевича Шевченко Украина не существовала, а была составляющей частью Российской империи. Судом установлено, что я 9 марта 2015 года был Тарасом Григорьевичем Шевченко. В проходившем 9 марта 2015 года в парке имени Гагарина в городе Симферополе с 11 до 12 часов. 26-летний парень уверен, закон не нарушал, поэтому решение суда не выполнил. Вместо этого поехал на материк. В Запорожье пошел в военкомат и теперь служит в 42-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й бригады. Тут реально стріляють, тут літають кулі, прилітають міни, тут гинуть хлопці. Ну, звичайно, що треба захищати свою країну, що це обов'язок кожного громадянина. В этом году такого празднования дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе, как в прошлом году, не было. Оккупационные власти запретили проводить акции. Только цветы у памятника поэту свидетельствуют, от Кобзаря и Украины крымская столица не отказывается. Эльвина Седулаева, Заман, АТР.